Вот здесь, где сейчас чистое поле, да, вот справа от входа, но если смотреть со стороны дороги, то слева. Слева, да. Вот административное здание «Ритуала», и от него в 50 метрах, вот справа, вот в этом промежутке, будет 1300 квадратных метров комплекс, похоронный дом, так скажем, с одной кремационной печью пока. То есть мы в кои-то веке, Марат Адганович, с вами говорим об этом не как о вашей давнишней мечте, а как о случившемся факте уже. Ну, можно сказать, если президент выделил деньги на проектирование, а у нас обычно, если деньги на проектирование выделяют, уже выделят деньги, уже на остальное тоже выделят. Когда-то и этот курган казался ему далекой мечтой. Но вот он, самый масштабный проект его жизни, в строю уже больше года. Предполагалось, что этих 86 гектаров в Казани хватит лет на 30, но в чем сейчас можно быть вообще уверенным? Разве что только в том, что еще один давний проект Марата Ишкина близок к воплощению. Сколько долгих лет было холодно, затем тепло и вот, наконец, совсем горячо. Не он один ждал этого часа. Это будет социальный проект. Я обещаю, что этот проект, пока я здесь, это будет самые дешевые кремации по всей России. Насколько это может быть дешевле людям, чем сейчас? Чем обычные похороны, однозначно в 2 раза. По моим подсчетам, кремация с гробом, с катафалком, с захоронением урны, я хочу, чтобы в районе 12-15 тысяч это все стоило. Социальный проект – хорошее градостроительное решение для любого города-миллионника, который желал бы быть окружен лесами, а не плотным кольцом из кладбищ, которых в Казани уже 36 штук. Наконец, это выбор. Люди по-разному живут и по-разному умирают. Традиционный способ захоронения уже не для всех. Екатеринбург 70% уже кремации. В Новосибирске вообще 2 крематория. Если 3-4 года назад в Нижнем Новгороде было 2 печи, я когда приезжал, они кремировали 3-4 человека в день, то сейчас у них 4 печки, и они работают круглосуточно. Вот он, Нижегородский крематорий. Ближайший к Казани, поэтому именно сюда и возят пока из Татарстана на кремацию человек 70 от силы в год. Но возят все же, значит, спрос уже есть. Крематорию всего 4 года, а его доля на рынке ритуальных услуг уже 10%. То есть кремируют каждого 10-го жителя, как минимум, Нижнего Новгорода. Обращение в крематорий перестало быть каким-то событием. Человек умирает, приезжает агент и просто спокойно принимает решение. Кладбище, крематорий, как говорится. Это никого не удивляет. То есть мы стали обыденной частью жизни города. То, что видят гости или клиенты в крематории, не производит какого-то особого тяжелого впечатления. Скорее напротив, весь этот набор стандартных и нестандартных услуг на любой вкус и кошелек сложно рассматривать с равнодушием. Вот эти подвески, кулоны, крестики, сделаны не из праха, а такое тоже возможно, но могут содержать в себе его частичку. Люди очень активно пользуются этой услугой, кстати. И это опять право выбора. Совершенно не обязательно переплачивать, что и делает большинство. Это обычная стандартная урна, которая выдается почти бесплатно, поскольку она входит в стандартный перечень услуг. Да. Сколько стоит минимальный набор, если совсем на всем экономить? 15 530. В Казани, как мы слышали, стандартная процедура, скорее всего, будет даже дешевле 15 тысяч. Все-таки каждый новый крематорий лучше и экономичнее предыдущего. И вот теперь о страхах и предрассудках. Всех, конечно, волнует вопрос экологии. Для этого мы и заглянем туда, куда, конечно, посетители не заглядывают. Я знаю, что у вас всего 4 года крематорий существует, но все равно кажется, что какие-то черные, что-то такое должно быть. Нет. Ничего такого нет. И я уж не говорю о том, что это европейское здесь не пахнет ничем. Ну, в общем, да. Все 4 печи крематория работают синхронно и круглосуточно практически. Однако и внутри, и снаружи все органы чувств безмолвствуют. Нет даже никакой зловещей трубы, и протестов тоже нет никаких. Вот труба. Это вот она и есть. Труба отсюда видна, и я не вижу никакого дыма. Нет. Но я не вижу даже пара оттуда. Вот она сейчас работает. Ну, печка работает. Мы сейчас только что снимали. Печь сейчас работает, кремация идет. Но главное опасение, оказывается, связано даже не с этим. Больше всего людей волнует сам процесс. Где и как сжигают.
Не сожгут ли в общей куче и не дадут ли в итоге некую горстку чужого пепла? Во-первых, это исключено. У нас есть услуга просмотра начала кремации. На большом экране вам показывают, то есть вот печь, вот, значит, вот привезли ваш гроб. Вообще технология печи устроит так, что 2 человек там не сожжешь. 2 гроба не убирается. Значит, пока кремация не закончится, программа дверь не открывает. Во-вторых, система контроля. Сложно что-то напутать. В каждую урну вкладывается вот такой номер. И потом выдается родным еще один, второй. То есть при желании могут сверить, да. Если вдруг закрадутся сомнения у кого-то. Ясно. Значит, вы за каждую урну головой отвечаете, да? Естественно. Таким образом ее вот пломбируем. Все готово. В дальнейшем капсула закладывается в урну. Но капсула остается в любом случае. Капсула в любом случае всегда остается, да. Так возникает доверие и так возникает спрос. Нет, сейчас, да, поменялось отношение, поменялось. К нам даже приходят некоторые, вот, дедушка тут недавно приходил, просил посмотреть, что да как. Ну, правда, его не выбрать, пустили. да? Правда, его не пустили. Мы так на словах объяснили, рассказали все. Он говорит, ну все, бабке скажу, чтобы везла меня сюда. Сейчас действительно люди по-другому к этому относятся. Вот 1,5 года разница. Но мне кажется, что спокойнее начали воспринимать кремацию. И все реже звучит фраза о том, что это не по-христиански, как все мы знаем, что многие говорят. Не по-мусульмански, Не как в нашем по-мусульмански, случае. ну вообще вот как угодно, да, это не соответствует вероисповеданию. На самом деле, мне кажется, это лично мое мнение, что ну, там еще лет 20, и в принципе это будет основной вариант. Что можно делать с прахом после кремации? Что угодно. Можно оставить дома, можно захоронить хоть на собственном дачном участке, можно и купить место здесь же, у крематория, вот в этом колумбарии. Одна ячейка – это 10 тысяч, плюс 10 тысяч аренда на 3 года. В Нижнем Новгороде колумбарий уже в следующем году появится и на муниципальных кладбищах. В Казани до этого еще не близко, но и у нас уже существует такой способ захоронения. Вот на этом небольшом участке 4 человека будут в будущем, да? Ну, теоретически. Как минимум. Захотят они в будущем еще кого-то похоронить, это проблем нет, плитку снять и можно подхоронить. То есть на тех кладбищах, которые давно закрыты для погребений, для захоронений, можно хоронить, ну, вот таким уже теперь способом. Именно так. Наша основная цель, чтобы люди меньше денег тратили на погребение. Вы говорили, это социальный проект. Это социальный проект, именно социальный проект. Я однозначно могу утверждать, что самые дешевые услуги кремации будут у нас в Татарстане, в Казани. Не приходится сомневаться, что эти услуги будут востребованы. О необходимости строительства крематория в Казани говорят активно вот уже почти 2 года. Увы, смертность в эти 2 года выросла колоссально. Сравните количество умерших в республике в 19-м доковидном году и в 20-м. Разница в 11,5 тысяч. В этом году уже 41 667 человек на конец сентября. И несложный расчет показывает, что рекорд прошлого года будет побит. Тоже и по Казани. Абсолютный рекорд века и многих десятилетий в прошлом году. И уже большее количество умерших, чем в рекордный год к концу ноября 2021 года. Вот этот стеклянный саркофаг – частый атрибут прощальных церемоний в Нижегородском крематории. Это возможность проститься с умершим от ковида не в закрытом гробу. Здесь, наверное, у вас скептиков-то не найдешь. Да, ковид-диссиденты в Нижегородском крематории не работают. Ни одного. Нет, просто все уже убедились. Больше стало работы. Я говорю про то, что сейчас вот у нас эпидемия. Да сильно больше на самом Да? деле. На самом деле сильно больше. Я не буду говорить в цифрах, но в 2-2,5 раза, если мы говорим про количество церемоний. Но когда ты видишь о том, что человеку 30 лет, и у него ковид, и вот он лежит. Когда ты видишь, что человеку 15 лет, и у него ковид, и вот он лежит. Действительно, сейчас ковид мутирует, и мое личное мнение, что сейчас уже нет 100% защищенных. Ни дети, ни взрослые, ни пенсионеры, никто не защищен сейчас. Это болезнь, это наш такой общий бич, назовем его так, и он может коснуться абсолютно каждого.
Люди, которые имели право выбора при жизни, будут иметь его и после смерти. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.